Салем достар халайсыздар, күнүлкүлеріңіз қалай? Приветствую вас, друзья! С вами снова я, Юля. И это канал о том, как же легко и просто научиться читать по-казахски. Итак, давайте же это сделаем. Сегодня у нас с вами еще одно волшебное слово, которое может применяться к покупкам в любом магазине. Ну и не только в магазине. В общем, звучит оно так. Бөліп төлеу. Рассрочка. Бөліп төлеу. Рассрочка. Бөліп төлеу. Ну, наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то покупал в рассрочку. Ну, чего скрывать, были времена, и у меня такое было. Ну да ладно, давайте разбираться. Как же перевести конкретнее бөліп төлеу? Да-да-да. Если переводить на русский язык, это будет именно рассрочка. Но если мы заглянем в словарь, то мы увидим, что слово төлеу переводится как платить или оплачивать. А бөліп, точнее бөліп, это, не знаю, как это, деепричастие или, наверное, деепричастие, да? Ну, в общем, не сильна я в этом. Главное, грамотно уметь писать. В общем, данное слово образовано от глагола бөлу – делить, разделить, который используется в математике. Вот такие дела. Поэтому перевод в целом таков. Разделив, плати. Что означает, в принципе, рассрочка. Вот такие дела. Как же прочитать букву О с черточкой посередине? Все очень просто. Когда у нас после согласной стоит буква Ё, она ведь не читается как буква Ё, она слышится как звук Попробуйте. Пёс. Пёс, Вот и в слове бөліп мы слышим именно этот звук. Б. И дальше второй слог лып. Буква У или палочка с точечкой практически не произносится. Просто она делает данный слог мягким. Кстати, вы знаете, да, что в казахских словах, как правило, стоят либо мягкие гласные, либо твердые. Конечно, бывает такое, что бывает перемешка, так скажем, да, если можно так выразиться. И мягкие гласные, и твердые, но, как правило, это заимствованные слова. И там всегда возникает вопрос, а какие же окончания добавлять? Твердые или мягкие? Так вот, ответ будет стоять всегда в последнем слоге любого слова, к которому вам нужно прибавить окончание. Вот такие дела. Ну ладно, это уже грамматика, поехали дальше. Бөліп. Научились читать. Как же прочитать слово төлеу? То же самое. Представьте, что там стоит буква Ё. После согласной стоит буква Ё. Төлеу. Төлеу. Е читается как Е, У читается как У. Поздравляю, друзья, вы научились читать по-казахски. Пусть пока на словосочетаниях, но, как говорится, дальше больше. Ну что, друзья мои, я поздравляю, вы научились читать еще одно волшебное выражение бөліп төлеу, что означает рассрочка. И до встречи в следующих видео. Если понравилось, оставайтесь со мной.